Салам алейкум, рахматуллах баракатух. Сегодня у нас 6 февраля, 23 год. Обзор делаю лошадей своих. Бұл мен айғыр, Аль-Хаталь. 6 яшлик. 6-летний. На днях исполнится мой жеребец. Аль-Хаталь. Отец у него Владимирский, тяжеловоз. Взмах по прозвищу. Взмах. Мать у него башкирка. Привез я его с Уфы. Вот он у меня косячный жеребец. Это моя кобылка. Одна из моих первых кобылок. Савраса Буланая. Аль-Хаят. Это ее жеребчик. Жеребчик, то есть нет, это кобылка этого года, то есть прошлого, 22 года. Она этой кобылы, дочка Аль-Хаят. Раз. Судя по тому, что у Саврасы кобыла родилась Савраса кобылка, то есть, значит, я думаю, что она гомозиготна по гену дан. То есть она черного жеребца дала Саврасову жеребенка. То есть она, скорее всего, гомозиготна. Дальше делаем обзор. Вот она, такая кобылка. Машалла. Нормально, не похудела ничего. Нормально. Нормальное состояние. Та серая кобыла, я ее не стал снимать. Это не наш. Что-то она приблудная какая-то. Прибилась она пару дней назад. Так. Остальные лошади. Так, этот обзор в первую очередь для меня. Чтобы я потом в остальное время смотрел, анализировал, думал. Поэтому я это делаю в первую очередь для себя, ну и для вас, для любителей лошадей. Так, начнем с кого? Справа, конечно, начать хорошо было бы. Ну так, начнем, ладно, середина. Так, это у нас двухлетка. Да, ей 2 года будет. Она чисто башкирская. Отца не знаю. Отец неизвестен. Мать у нее вон там. Мышастая. Вон там стоит. Такой обзор у меня получается. Капец. Извини, обозреватель такой. Так, это у нас кобылка. 3 года будет. Вот она жеребая. Она первый раз жеребится. Вот у нее мать одна. Мышастая кобыла моя самая первая. Там она стоит. Вот. Она тоже чистая башкирка. У нее отец апельсин, жеребец. С Уфимского конного завода. Он с паспортом. Башкирский жеребец. Салава масть. А это ее сестренка. Я не знаю, кто у нее. Батя. Так. Это вот Буланая кобыла моя. Сейчас 4 года будет ей. А нет, будет 5. Она сейчас будет в 3-й раз жеребиться. Вот она поздно жеребится каждый год ее. Поэтому она немножко схуднула. Жеребенка я ее отнял, продал. Так, дальше. Дальше вот эта кобыла. Ей будет 4 года. Она сестра вот этих. Но отец у нее, похоже, монгол был такой жеребец. Мышастый монгол. Скорее всего, он ее отец. Она башкирка такая. Это вот Яссе кобыла. И 4 года будет она, 2 раз будет жеребиться. У нее отец тоже апельсин. Поэтому он крылатый апельсин. Поэтому вот и вот эта кобылка от апельсина. И вот это от апельсина. Вот они крылатые в отца. У них отец с документами. Вот. Эта кобыла, у нее Альдя. А нет. У этой кобылы прозвище. Да, все правильно, Альди.
А вот ее кобылка Мэйджик этого года. Мэйджик. Она от Аль-Хаталя. А я имена не сказал. Даже имена не сказал. Вот эта кобылка у нас Альди. А это у нас кобылка Цветовечья. Цветовечья ее прозвище. А у этой кобылы у нее туман. Она туман. Короче. А это жеребчик стоит вот он. А, я обознался. Вот это моя самая взрослая кобыла. Вот она. Вот она. Кажется, вот у нее с этого стоит. Вот это жеребчик этого года. Ушастый тоже. Он от Аль-Хаталя, от этого вороного жеребца. Вот это моя кобыла. Вот она. У нее имя Тарпан. Вот ее дочка Аш-Шахат. Да, Аш-Шахат, у нее кличка Аш-Шахат. Потом Цветовечья. И еще я где? У этого же ребенка мушастого, я же прозвище. Какое же я ему дал прозвище? Он у нас, я ему прозвище дал. Там записано, надо посмотреть. Я уже забыл. Так, это понятно. Это вот Аль-Таир. Это самая первая дочка. Аль-Хаят, вон той Саврасыка была. Вот это ее самая первая дочка. Такая Савраса Булана. Аль-Таир. Вот это самая взрослая кобыла. Я не знаю, мы ее брали, ей сколько лет было. Ну, она взрослая, вот она немножко схуднула. У нее там прозвище тоже какое-то деревенское, колхозное. Ладно, короче, так. Я ее без имени. Так, Колобей и все, короче. Савраска была. А вот у нее жеребчик этого года. То есть, прошлого получается. От Аль-Хаталя, от этого вороного жеребца. Вот он тоже вороной. Но у него два белые, две носочки. И что-то он наступает странно, что-то я не помню, короче. То эти белые носочки, или нормально он наступает, или как будто он немножко странно наступает. Зацените-ка вы, кто разбирается. Вроде что-то с ногами у него. Блин. Так-то наступает, вот такое впечатление, что он криво наступает, что ли. Подморозил, что ли, он их. Так, это у нас гус-гус. Кобылка 2 года будет, она тоже от Аль-Хаята. Вот она гус-гус. Кобылка, да? Она. А вот это у нас кобыла Туман. Вот я сперва думал, что это так. Она похожа на мамашу, вот они обе мышастые. Вот она. Туман, 4 года. Будет. Вот она в 3 года. Вот эта кобылка родилась. Она черная, и у нее полумесяц на лбу. Я ее Лейла назвал. Вон, видите, у нее на лбу. Лейла — это луна. Я ее назвал Лейлой. Она тоже от, короче, этого года. То есть прошлого года все же ребята от вороного Аль-Хаталя от него. А вот эта гнедая у нас это Эльминьо. Это кобыла. Она кровленая. У нее мать башкирка. Заноза была такая кобыла. Она как заноза была, короче. Поэтому ей кличку соответствующую дали, короче. Она доставала на всех, короче. И меня она, когда я привел, и меня она достала. В итоге обратно. Она уходила обратно, я ее приводил, она уходила. В итоге ее обратно, короче. Я ее в итоге выменял. Другую кобылу забрал. Заноза, вот, короче, она такая, вот ее дочка. Эльминьо. У нее отец, у Эльминьо,
карачаевский жеребец. Высокий. 160 там с чем-то в холке. Жеребец. Вот это вот. Ее дочка. 3 года ей будет. Вот она должна жеребиться вот от этого вороного жеребца. Посмотрим, кто родится. Скорее всего, я думаю, жеребенок родится вороным. Процент, короче, большой процент, что он будет вороным. Есть живот, нет ли живота? Посмотрите, кто разбирается. Потом мне в комментариях пишите. Потому что говорят, некоторые молодые лошади, они говорят, кукурагандал перелера. Короче, это, если по-русски сказать, она носит не в брюхе, а где-то там в груди, говорит, якобы там жеребенок лежит. Поэтому сразу и не определишь. Типа у них еще там мышцы живота не растянуты там. Ну, посмотрим. Посмотрим. Весной видно будет. Так вроде есть живот, вроде нету. Хотя больше есть, чем нету. Просто молодая еще. Ну все, вот он. Такой короткий обзор. Ельминя. Туман, Лейла. Гус-гус. Ишмарда, короче, это колхозная кобыла Савраса. Это ее сын. Блин, что у него с ногами, а? Обратите внимание, задние ноги, видите, как будто он наступает, как будто, блин, болят они у него. Белые носочки такие, блин, он такой. Я на него смотрю, он мне напоминает это. Бывают же такие белые носочки, белых перчатках такие эти. И он какой-то, блин, вид у него какой-то. Старая кобыла, молока, наверное, нету, блин. Старая вот это пример от старой кобылы. Что возьмешь, короче? Короче, все надо в этом году от нее избавляться. А то еще двинет, короче, копыта. У него прозвище Асфат, Алясват, то есть черный. Не знаю, зиму видеть нет, остался февраль, март. Ну, посмотрим. Если что, придется забирать домой. Пока, короче, пусть ходит. Копыта у нее с полосками. Такой. Короче, 1/4 владимирца в нем и 3/4 башкирской в нем, короче. Блин, вот у него. Ну, посмотрим. Так, это у нас цветовечие. 2 года будет. Это у нас вот жеребчик. Вот он. Вот он. Смотрите, жеребчик от владимирца. Ему год будет. Вот его сестра. 2 будет. И вот смотри. Он отстает чуть-чуть от нее. Ну, он короче, конечно. Но по высоте он там чуть-чуть отстает. Короче, он жеребец будет хороший. Ушастый такой, без отметин. Утяжеленный, короче. В нем 3/4 башкир, 1/4 владимирца. Хороший жеребец будет. Его надо будет пристроить кому-нибудь. Резать я его не буду, жалко. Надо будет его пристроить там знакомым коневодам. Иншаллах. Так, это Ашахат. Это вот тоже его, это сестра от апельсина. Она вообще такая невысокая. Ну, блин. Жирная. Потом Арпан, Альтаир, Альди и ее кобылка Альди, смотрите. Вообще она, можно сказать, не похудела. Ну там чуть-чуть похудела, но у нее, смотрите, у нее до сих пор круп. Какой, обратите внимание, раздвоенный. Это ее дочка. Ее дочка, у нее главное, она родилась
Она родилась тоже с Аврасой, как мамаша, темная с Аврасой родилась. И тоже она крылатая была. А потом перелиняла и потемнела. Отсюда следует, что у нее мамаша гетерозиготная по этому, по гену дан, то есть ген дикий окрас, ген дикой окраски с Аврасой. Вот она гетерозиготная. Она от вороного жеребца дала вороного ребенка. Если она была бы гомозиготна, как он, как Аль-Хаят, она дала бы Саврасова. Поэтому я вот начал потихоньку с этой темой интересоваться, вычислять. Теперь я знаю, кто у нас. Я уже заранее могу планировать окрас жеребенка. Примешивая жеребцов, я уже примерно буду планировать окрас жеребенка. Какие нужны, какие не нужны. Вот. Мошастая масть, это у нее, это она, как правильно сказать, тут по-простому, без употребления этих терминов всяких, потому что она, это вороная масть. Просто когда в нее попадает ген агути, ген-осветлитель, и вот она, лошадь становится мошастой. Да. Так, посмотрим. Ну все, коротко такое видео. Алхамдулилля, лошади в целом нормально. Терпи. Вот это только же ребенок, аля сват. Ну, ладно, я за ним понаблюдаю еще февраль. Буду я дома февраль. Понаблюдаю там, посмотрим, если что. Придется забрать его до марта, чтобы дома постоял, что до апреля. Сено есть, алхамдулилля. Такое видео. Всем всего доброго. Всем мира и добра.